Есть те, кого называют ваххабиты. Из них есть радикалы, которые говорят, что ашариты и матуридиты кяферы, которые отрицают сифат Аллаха. Это ложь. Никто не отрицает сифат Аллаха. Все признают, что сказанное яд, вадж, навс, кадам и так далее истина. Просто есть те, которые вырезают из контекста метафоричных изречений определенные фразы, а потом вне контекста изречений их соединяют и говорят, что у Аллаха есть пальцы, лицо, руки, что он бегающий хитрец, что у него стопа, которая вообще в аду будет, а это самое мерзкое и отвратительное место во Вселенной. Ашариты и матуридиты именно против таких описаний, потому что согласно семантике языка, это описание тела. Ученых первых поколений называют салифы. То есть не те, которые сегодня называют себя салифы, а на самом деле это ученые первых поколений. И с ними согласны все их признают, все их признают. И в 3 веке хиджры, когда у людей начало становиться меньше знаний, в отличие от сахабов и табиинов, были 2 великих ученых ислама, имам Аль-Аш'ари и имам Матуриди. Они построили свои университеты, в которых обучали людей акиде, вероубеждениям пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И начиная с того времени, вот уже более 1000 лет, большинство самых известных ученых во всем мире были аш'ариты и матуридиты. Среди таких ученых, которые подтверждали в своих книгах это, были такие, как, например, имам Ан-Навави, Ибн Хаджар, имам Ас-Суюти, Фахруддин Ар-Рази, имам Ас-Сарахси, имам Аль-Куртуби, имам Аль-Байхаи, имам Аль-Газали, имам Аль-Багдади и многие другие. И по их словам, получается, были салифы, которых все признают. А потом мусульман почти не было. А затем снова появились они, салифы, то есть они так себя начали называть, и снова появились мусульмане. И такими темпами мусульман почти не остается. Мусульман почти не остается, а наша умма не то что наравне, а даже намного меньше общин других пророков. А это все далеко не так. Такфиризм – это очень опасный путь. Подписывайтесь на меня, чтобы знать больше ответов на интересные вопросы.